Самый жалкий человек на свете – это человек без стремлений. Это слова великого Абая, которые любит повторять мой папа. И я стараюсь следовать им в своей жизни. В нашей семье любят творчество Абая, но только в этом юбилейном году я задумалась над тем, что любить великого поэта и мыслителя мало. Надо еще хорошо знать о нем, о его личности, его жизни, чтобы лучше понимать его творчество. Для того, чтобы создать этот проект, я расспрашивала родных, работала в библиотеке и, конечно же, не смогла обойтись без интернета. И вот что у меня получилось. Абай – казахский поэт, композитор, просветлитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик. Его настоящее имя – Ибрагим Кунанбаев, но прозвище Абай, которое дала ему бабушка Зире, стало его именем, под которым мы знаем его и сейчас. По-казахски Абай означает «внимательный», «осторожный». Семья Абая была весьма состоятельной, поэтому мальчик получил возможность учиться не только дома у местного муллы, а еще и в медресе в Семипалатинске у муллы Ахмед Ризы, где преподавали арабский, персидский и другие восточные языки. Одновременно Абай посещал русскую школу. К концу пятилетней учебы он стал писать стихи, но сначала не признавался в авторстве, приписывая их своему другу Кокпаю. С 13 лет отец, Кунанбай, начинает приучать Абая к деятельности главы рода. Но в возрасте 28 лет, разочаровавшись и став мудрее, Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием, и только к 40 годам он стал считать свое творчество достойным. Он изучал поэтов и ученых Востока, а также произведения русских классиков, а через них и европейскую литературу вообще. Переводил на казахский язык Крылова, Лермонтова, Пушкина, Гёте и Байрона. Ввел в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, слова назидания. В числе предков Абая Ыргызбай, Батыр и Бейрода Табыкты, Асимбай, Бейрода Арғын Табыкты, отец Кунанбай Кажы, ага султан всего Каркаралинского внешнего округа. Позже волостной правитель Кокче-Табыктынской волости. Сам Абай также занимал должность волостного, но управление волостью оказалось для него слишком тяжелой ношей. Абай оказал огромное влияние на своих младших родственников. Его племянник Шакарим – поэт, писатель, переводчик, композитор, историк и философ. Племянник Кокитай – поэт, издатель стихов Абая. Сын Магауя писал поэмы, а в последние годы жизни был местным судьей. Сын Турагул – общественный деятель партии Алаш-Орда, поэт и писатель. Знаменитым произведением Абая стала прозаическая поэма «Кара сөз». Если переводить дословно, получится черное слово, то есть простое, без прикрас. Книга состоит из 45 кратких притч или философских трактов. В них поднимаются проблемы истории, педагогики, морали и права этнических казахов. «Кара сөз» создана Абаем на склоне лет. Первый перевод этой книги вышел еще в 1945 году, к столетию со дня рождения Абая. Позже ее переводили Сатынжан Санбаев и Ролан Сисенбаев под названиями «Слова назидания» и «Книга слов». Слова назидания также переведены на узбекский, татарский, турецкий, английский, монгольский языки. Также французский, латышский, корейский и китайский. Творчество Абая достояние не только Казахстана, но и мировое. В своей статье «Духовное наследие Абая» Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Великий поэт, гениальный мыслитель Абай стал основоположником начавшейся на рубеже 19 и 20 столетий эпохи
просветительства и пробуждения в казахской степи. Его бесценное наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее.